Здравствуйте. Мы беседуем с заместителем начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Алексеем Валерьевичем Пчелиным. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Добрый день. Один из основных путей доставки грузов на территории Якутии – это, конечно же, автомобильная дорога Колыма. Ну и понятно, что социально-экономическое развитие республики напрямую связано с темпами, качеством строительства, также с эксплуатацией дороги Колыма. Скажите, пожалуйста, а что сейчас на сегодняшний день препятствует круглогодичному автомобильному движению по этой магистрали? Наверное, основной проблемой, препятствующей круглогодичному проезду, это отсутствие транспортного перехода через реку Алдан. Проблема действительно сложная, наболевшая, и решение ее крайне важно для всего региона. Росавтодор, начиная с 2009 года, проводит работу по решению этого вопроса. В период с 2009 по 2010 год была разработана проектная документация на строительство транспортного перехода, мостового перехода. Документация, к сожалению, документация получила отрицательное положение экспертизы, о чем я чуть позже скажу. И были выставлены требования необходимости разработки спецтехусловий, которые должны учитывать особенности и расположение мостового перехода, особенности гидрологии, гидравлики работы сооружения. В чем сложность? Это не просто мост, это участок автомобильной дороги протяженностью почти 26 километров, включающий непосредственно мост через Алдан протяженностью 1300 метров, мост через протоку порядка 400 метров, и соединительные участки автодороги. Первая проблема в организации строительства. Проект невозможно выполнять очередями, он должен быть выполнен в полном объеме, иначе теряется эффект от строительства. Вторая проблема – сложные условия организации строительства, учитывая и ограниченный сезон, и ограниченная возможность подвоза материалов. Но даже это не главное. Проект казался достаточно капиталоемким. Если мне не изменяет память, в экспертизу он заходил со стоимостью порядка 13 миллиардов рублей. Для сравнения, вся годовая потребность на финансировании мероприятий на федеральных дорогах республики составляет 14 миллиардов. Одним из замечаний экспертизы при выдаче отрицательного заключения была необходимость проработки именно гидрологических условий. В 2010 году были разработаны спецтехусловия совместно были привлечены ведущие проектные институты, мостовые, научное сообщество. Но так получилось, что как раз переход Минрегиона в Минстрой, те технические условия, они не были утверждены ни Минрегионом, ни Минстроем. Далее они просто несколько устарели. Сейчас возникает необходимость их актуализации и повторного проведения сначала утверждения тех условий, затем внесения корректировки в документацию и затем уже проведения экспертизы документации. Но пока рассмотрение этого проекта отложено где-то до 2020 года. Я думаю, что эта проблема будет решена. Мы прекрасно понимаем, чтобы соединить Якутск-Магадан, сделать Магадан, обеспечить, опять же, повторюсь, круглогодичную доступность, это просто мероприятие необходимо провести. Алексей Валерьевич, перейдем к дороге Вилюй. Вопросы строительства этой дороги, они вообще сейчас имеют такое общероссийское значение, учитывая реализацию таких крупных проектов, как «Силы Сибири», «Восточная Сибирь», «Тихий океан». Скажите, пожалуйста, как по участку Мирный-Ленск необходимость проведения реконструкции этой дороги? По Вилюю тоже достаточно сложная и большая проблема. Это все-таки ликвидация зимника, это обеспечение круглосуточного проезда по автодороге.
Сегодня у нас протяженность этой дороги составляет почти 3000 километров, но если точнее 2830 километров, в числе которых 845 километров – это зимник. Это, в общем-то, так скажем, транспортный коридор сезонного использования. Начиная с 2008 года, когда эта дорога была принята в федеральную собственность, прорабатываются всевозможные вопросы ликвидации вот этого 800-километрового разрыва. Огромная работа была проделана иркутским гипродорни, было сделано большие предпроектные проработки, прорабатывалось 3 или 4 варианта трассировки всевозможные. Это в том числе и с использованием промысловых дорог, недропользователей. Это и новые направления, это и точное направление копирования зимника. Рекомендованный вариант к продолжению выбран. Это, по сути, зимник. Ну, здесь ничего необычного нет. Зимник – это исторически сложившийся маршрут, который вот именно он сложился, исходя из лучших условий проезда. Поэтому здесь, я думаю, что любые отклонения от него, они не улучшат проезд. Проблема, опять же, это, во-первых, значительный объем финансирования. Как предложение рассматривалась реализация этого проекта в несколько этапов. То есть первый этап – это создание зимника продленного действия. И следующим этапом это строительство искусственных сооружений, малых, средних, насколько я помню, больших искусственных сооружений, больших мостов на этой дороге у нас нет. И третий этап – соединение земполотном с переходным типом покрытия, и далее уже капитальный тип дорожной одежды. Но это практически так, как создавалась Чита-Хабаровск дорога в свое время. Ну, опять же, мы ждем, когда появится возможность у федерального бюджета выделения этих средств. То, что касается участков автодороги Вилю, имеющих капитальный тип дорожной одежды и, соответственно, работающих в круглогодичном режиме, здесь работы по реконструкции, по капремонту, ремонту ведутся в соответствии с программой. За 2017-2018 год мы планируем планируем, значит, капитально отремонтировать порядка 130 километров автодороги и почти километр мостов и искусственных сооружений. А как решается вопрос строительства мостовых переходов на малых реках? Да, вот я, наверное, упустил. Мы в 2017 году ввели в эксплуатацию после реконструкции 3 моста. В текущем году у нас продолжаются работы по реконструкции еще 3 мостов с вводом в эксплуатацию в текущем либо в 2019 году. То есть, да, мы понимаем, что мосты, в общем-то, в каком состоянии находятся мосты, и финансирование по этой программе у нас не уменьшается. Еще одна федеральная автомобильная дорога – это Лена. И ставится вопрос о доведении этой дороги. Вот вы уже упоминали, это 3-й категории, но вы относительно дороги Вилюй говорили. А вот теперь дорога Лена, когда она будет доведена вот до 3-й категории? И вообще для наших зрителей, что такое 3-я категория, чтобы было понятно? В 2 словах, третья категория дороги – это двухполосная автомобильная дорога с капитальным типом дорожной одежды. Ширина полос движения 3,5 метра, плюс 3,5 метра обочины. Ну, это вот общие параметры плана. Поскольку дорога все-таки является одним из круглогодично действующих коридоров, который связывает центр республики обеспечивает выход на федеральную сеть, ну и, соответственно, обеспечивает грузопоток. Сегодня интенсивность движения уже подходит к требованиям 3-й технической категории, поэтому задача довести все-таки полностью всю эту дорогу, задача Росавтодора довести полностью эту дорогу до норм 3-й категории. Сегодня утверждена проектная документация на реконструкцию 17 участков
17 объектов на автодороге. Федеральной адресной программой на 2018 год и на плавный период 19-20 финансирование работ по автодороге Лена предусмотрено в размере 9,2 миллиарда рублей. В 2018 году, вот в текущем, у нас запланировано завершение реконструкции участка, это километр 2,4, это небольшой участок, 2 километра практически в самом начале трассы. Если говорить о качестве строительства федеральной автомобильной дороги, то вот как часто приходится восстанавливать дорогу, реконструировать, не строительством заниматься, а именно реконструкцией? Необходимость реконструкции выявляется перегрузкой автодороги, то есть, так говоря, ситуации, когда параметры автодороги не соответствуют транспортному потоку. Регион очень сложный по своему геологическому строению. Ну, во-первых, это вечная мерзлота, она практически непредсказуема. То есть, и тем более, наверное, для строительства. Стараемся при строительстве учесть, при проектировании объектов, учесть все особенности именно региона. В первую очередь внимание уделяется конструкции земляного полотна. Это, наверное, единственный регион, где у нас конструкция земляного полотна бывает сложнее, чем конструкция дорожных одежд. К сожалению, да, бывают такие, так скажем, случаи, когда закончено строительство, а через год, два, три появляются и просадки. Сложность работы на вечно мерзлых грунтах, они трудно предсказуемы. У нас ведется большая научная работа по подготовки и рекомендаций, и норм строительства, возведения земляного полотна в условиях вечной мерзлоты. Да, наши проектировщики пользуются этим, но, к сожалению, бывают такие случаи. Мы, конечно, стараемся их минимизировать, по крайней мере, то, что зависит от человеческого фактора, но уж от того, что зависит от природы. Ну, сложный наш регион, сложно с нами работать. Спасибо вам большое за интервью. Ну, зато интересно. Спасибо. Еще раз напомню, что мы беседовали с заместителем начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Алексеем Валерьевичем Пчелиным. Спасибо. Спасибо.